Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы, плечо к плечу, врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиною дым. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не подстоим. Одна на всех, мы за ценой не подстоим. Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. Нас ждет огонь смертельный, но все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон. Добрый вечер, уважаемые гости открывшегося легендарного ЦУМа. Это место очень значимое для Казани. Уже неделю он существует как центр притяжения не только туристов, но и всех наших соотечественников, тех, кто любит нашу многонациональную культуру, в первую очередь русскую культуру, татарскую культуру и культуру многих национальностей и народов, которые проживают на территории Российской Федерации. Мы очень надеемся, что здесь будет много гостей, много осознанных гостей, те, кто
те, кто любит свое Отечество, те, кто любит свое национальное достояние. Мы всех вас просим приходить сюда почаще, вместе с детьми. Здесь будет Алла Берса, дай Бог, много интересного. И музыка, и ремесла, и чего только не будет. Так что это как ребенок. Сначала он рождается, кричит, а потом он растет, потом он становится, потом он умнеет. Так и наш ЦУМ скоро будет таким, я надеюсь, легендарным местом. Таким же, как этот пол, который мы воссоздали, опираясь на самый первый источник, который был в Центральном универсальном магазине некогда в Казани. Я вас всех поздравляю с великим праздником, Днем Победы. Я не буду повторяться и говорить, что это особый день в истории нашей страны, в настоящем нашей страны, особенно сейчас. Мы просто хотели с вами вспомнить сегодня музыку и песни поколения победителей. Так я решил назвать нашу сегодняшнюю программу. Это поколение, которое с 20-х годов и где-то до конца 20 века, включая ближние десятилетия, даже до наших дней, поколение, которое несли, создавали эти песни. Но в первую очередь это то поколение, которое выиграло Великую Отечественную войну. В том числе мой дед, который изображен вот здесь вот, как бессмертный полк. Он родился в 26-м году. В 16 лет не брали в армию на фронт, а в 17 брали. Он пришел, соврал, что ему 17 лет, его взяли на фронт. Таких, как он, было много. И благодаря таким ребятам, молодым ребятам, которые только вылупились из родительского гнезда, мы ковали эту великую победу. Это его ордена. Орден мужества за боевые заслуги, те ордена, которые он получил в 1943 году на Курской дуге, куда сразу попал, как был призван на фронт. Берегите нашу страну, берегите наши песни, берегите нашу культуру. Я сегодня приглашаю на эту сцену заслуженную артистку Республики Татарстан Айгуль Хайри, которая также со мной вспомнит те самые песни, на которых мы росли. Это Ринат Валеев, легендарная, не побоюсь этого слова, личность, музыка которого, исполнение которого мы можем слышать, грубо говоря, сленговым языком изо всех утюгов. Магазины, торговые центры, парки. Если вы что-то слышали баянно содержащий или курай содержащий, курай — это национальный татарский инструмент, то, скорее всего, это был этот человек. Я люблю про это говорить. Он отец 12 детей. Так что, Рената, я думаю, что вам предстоит скоро давать здесь мастер-классы по тому, как совершенствовать демографическую ситуацию в стране. Это будет центр мастер-классов, так что у нас, Ранка Славкович, есть еще один специалист в таком непростом деле. На этом я долго говорил, чтобы просто представить нашу программу. Дальше мы будем просто вспоминать с вами эти песни, не только военные песни, но и те песни, с которыми мы с вами прошли эти последние лет 60. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой в сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что
что сорвалось и падает. Есть только миг, ослепительный миг, взгляд звезды, что сорвалось и падает. Есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Счастье дано повстречать иль беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Называется жизнь. Называется жизнь. Мы не могли не вспомнить легендарную песню Александра Зацепина, которому исполнилось в этом году 100 лет. Этот год вообще юбилейный. В этом году исполнилось 85 лет Давиду Тухманову, автору великой песни «День Победы». Мы ее тоже сегодня вспомним. Так что дай Бог вам всем дожить до этих великих лет, до этого стольника. Поэтому берегите себя. Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города. Взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди. Здесь у нас холодные рассветы. Здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы.
Надежда, наш компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие казанские метели. Снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Господа, только вы. Надежда. Ну, а следующая песня родилась во время гражданской войны. Поэтому ей более 100 лет. Ее подарили нам многие исполнители, но мне лично она запомнилась в исполнении моих друзей, действительно друзей, моих наставников и учителей. Это последняя команда Микаэля Таривердиева, которая сопровождала его последние лет 15, и записали вместе с ним 2 или 3 альбома. Они все есть в интернете, каких-то нет, потому что старые песни сейчас не всегда слушают. Для вас. Завета, от друга привета. Ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем вороном коне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне. Для меня это лекарство для души. Если вы не знаете еще, кто это, я вам очень рекомендую найти в интернете «Трио Меридиан», и поверьте мне, они помогут от всяких депрессий и всего остального. Мы приближаемся где-то к годам 70-м. Моему деду примерно было уже 50 лет, собственно, еще молодой мужик, но появлялись новые песни, которые сопровождали нас, наш великий кинематограф. Вы сами прекрасно знаете, что в Советском Союзе родились шедевры. Я не буду перечислять все великие имена наших режиссеров, но их очень не хватает, особенно сейчас. Но, слава богу, тоже есть интернет, и все можно посмотреть. Но в советское время звучали стихи английских классиков. И таким образом засветилось имя английского поэта эпохи романтизма Роберта Бернса. Засветились эти стихи в кинофильме «Служебный роман». Поэтому мы вам всем желаем любви в первую очередь, чтобы рядом с вами был любимый человек.
душе покоя нет. Весь день я жду кого-то, без сна встречаю я рассвет, и все из-за кого-то. Со мною нет кого-то, ах, где найти кого-то? Могу весь мир я обойти, чтобы найти кого-то, чтобы найти кого-то. Могу весь мир я обойти. На-н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 а. На-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. О, вы, хранящие любовь, неведомые силы, пусть невредим вернется вновь ко мне мой кто-то милый. Со мною нет кого-то, мне грустно от чего-то. Клянусь, я все бы я отдал на свете для кого-то, на свете для кого-то. Клянусь, я все бы отдала. На-на-на-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на-на. Александра Пахмутова, человек-легенда, человек-эпоха, которая сделала, по сути, музыку поколения, начиная с 60-х годов ориентировочно, и спорт. Ну, кстати, хотелось бы отдельно сказать про спорт. Разрешите, Рангу Славкович, мне все-таки сказать о том, что наш руководитель, наш лидер этого ЦУМа, настоящий спортсмен, я думаю, чемпион ни одного чемпионата по плаванию, насколько я, если я не ошибаюсь, а я, скорее всего, не ошибаюсь. Поэтому дружите со спортом, особенно сейчас, когда мы постоянно то сидим, то едем куда-то, поэтому надо двигаться. Об этом песня. С тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе Судьбу мою вершить, тебе оно меня судить. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. На-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Трава на стадионах зеленее. Для вас песня, которую я вообще первый раз услышал в своей жизни. Татарская музыка вообще очень близка многим народам благодаря пентатонике, так называемой. Очень простой мелодии, мажорной. На этом строится и гармошка блюзовая у американцев, на этом строится тальянка и все национальные инструменты, особенно тюркских народов. Поэтому все мы братья. Выйдешь ли ты меня встречать, бросишь ли все свои 40 дел, переводится эта песня. Так что ждите своих любимых каждый день, когда они возвращаются поздно-поздно из ЦУМа. Например, с работы.
Tınlarsın mı yaşlı hislerimini, jırlarıma koşup jırlasam, karşı düşmesin mi yüreğini, merhametim bilen şırlasam, minem bilen durmuş soğumağına, riza bulursun ötergen. Ayrılganda vədə verirsən ama qaytımını güdərgən. Ayrılganda vədə verirsən ama qaytımını güdərgən. Aşkın ulu yürek dökünde, ortak tonun sızlı batkanı, yaşligimde jırga solgan şakta, kuşlup jırlarsın mı appağım, aytman şakta sarman boylarına, yanlarında мәңгі қалдырған. Қырғышы ташлап қырық яққа, шығарсын қаршы алырған. Қырғышы ташлап қырық яққа, шығарсын қаршы алырған. Айтқан шақта сарман бойларына, yanlarında мәңгі қалдырған. Қырғышы ташлап қырық яққа, шығарсын қаршы алырған. Шығарсын қаршы алырған. Шығарсын қаршы alırgan. Çıkarsın mı karşı alırgan. Мы здесь сделаем небольшую паузу, только для меня, для Айгуль, потому что я не могу этого великого человека сегодня не показать. Он буквально две композиции представит, одна из которых показательна с точки зрения этнической музыки. Здесь представлены его... Вы гармошки взяли, да, Лена ТВ? Да, ну, в общем-то, он все сам покажет. Мне кажется, очень правильно, что именно он сегодня выступает в этом центре уникального мастерства, потому что то, что делает он, и как мастер, и как художник, заслуживает отдельного внимания. Лена ТВ, вам слово. Спасибо большое.
Готово, да? Сразу. Сейчас прозвучит попурри на известные народные мелодии мира. Ваш голос услышали хотя бы сейчас. Спасибо большое. Сейчас. Мы хотели вернуться к тематике Великой Победы. Сейчас прозвучит одна песня. Она не такая старая, но многие ее помнят, любят. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. 4-й год, нам нет життя от этих фрицев. 4-й год, соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Последний раз сойдемся завтра в рукопашной. Последний раз России сможем послужить, а за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя. У маршала Жукова была любимая песня. Потом уже, когда после войны брали у него интервью, он говорил, что с этой песней тоже прошли его воспоминания. Разрешите мне немножечко пару слов сказать, как внуку ветерана, орденоносца. Мы застали наших стариков, мы поколение, как сейчас говорят, миллениалов. Мы помним с конца 80-х годов эти еще молодые относительно лица, глаза и слезы в этот день. Мой дедушка не любил особо рассказывать про войну, но он был общественный человек, поэтому он вынужден был вспоминать многие моменты. Ну и мы, естественно, пацанами выпрашивали, вытаскивали вот так вот клещами. И были моменты, действительно, которые повлияли и на наше самосознание, да и моего отца, в том числе и моего дядю, которые также посвятили военной службе всю свою жизнь. Отец мой военный переводчик, миротворец в миротворческих миссиях, наблюдатель ООН, очень много сделал для соблюдения и восстановления мира в горячих точках. Сейчас он здесь с моей мамой, которая пронесла тоже нелегкую ношу, как жена офицера. Это отдельная профессия. Если здесь есть офицерские жены, они прекрасно знают, что это такое. Мне кажется, мы все сегодня сидим не просто благодаря нашим дедам, а благодаря случайности. Мой дед рассказывал, что каждый раз, когда они выходили в атаку, вот если ты возвращался, то плащ-накидка такая у солдатов есть, она вся была продырявлена от этих случайных шальных пуль, которые 1 миллиметр и попали бы. Не было бы ни того, ни другого, ни третьего. Иногда командир полка, здоровый мужик, за 1 секунду получал пулю. А иногда такие мальцы 15-летние проходили всю войну. И, видимо, что-то их берегло, в том числе моего деда. Это один показательный момент случайности. Второй момент. Мы все прекрасно знаем историю об Александре Матросове. На самом деле это татарский парень, который прикрыл своей грудью пулемет, амбразуру. Но таких было немало героев. В том числе герой, ну и как герой, для нас герои, но такие люди не всегда находили ордена, медали и вот эти вот медали героев Отечественной войны. Не до этого было. Забывалось, что-то где-то утерялось, кто-то не заметил. У моего деда был друг Николай Смолин. Я думаю, ему было бы приятно сейчас, если бы я озвучил это имя. Николай Смолин. Никто его не запомнил. Он не получил медаль Героя войны. Но когда была атака во время Курской дуги, невозможно было пройти. Строчил пулеметчик с 2 или с 3 точек, и где-то 2 дня никто не мог встать. Ну, просто засели наши и не могли никак продвинуться вперед. В очередную атаку наши командиры не знали, что делать, но именно благодаря вот этому Николаю Смолину, который во время стрельбы из этого пулемета встал
и поднял всю толпу. Там был батальон большой. Он поднялся и сказал: что вы испугались этих фрицев, фашистов? Вперед за Сталина, вперед за победу, вперед за Родину. Тогда воевали и погибали и за Сталина, и за победу, и за Родину. Таким образом была взята точка. И мы взяли эту высоту, но после этой атаки Николай Смолин попал в больницу и там скончался. Вот. После этого только мой дед мог рассказать вот эту историю. Он был рядом. Попала граната, огромная воронка. Деда моего тоже задело на Курской дуге. Он очнулся уже после атаки в госпитале с развороченным лицом и с несколькими осколками от мины в сердце. Эти осколки он носил всю свою жизнь, потому что их невозможно было извлечь. Вот так что всегда звенели металлоискатели, когда он через них проходил. Дороги были до тума, холода, тревоги, до степной буря. Знать не можешь доли своей, может, крылья сложишь посреди степи. Вьется пыль под сапогами, степями, полями, а кругом бушует пламя, да пули свистят. Дороги были до тума, холода, тревоги, до степной буря. Выстрел грянет, ворон кружит, твой дружок в бурьяне неживой лежит, а дорога дальше мчится, пылится, клубится, а кругом земля дымится, чужая земля. Дороги были до тума, холода, тревоги, до степной буря. Край сосновый, солнце встает, у крыльца родного мать сыночка ждет.
и бескрайними путями, степями, полями. Все глядят вослед за нами родные глаза. Дороги, пыли да туман, холода да тревоги, да степной бурьян. Снег или ветер, вспомним, друзья, нам дороги эти позабыть нельзя. Вот так получается. Просто так исполнять песни никак не удается. Хочется рассказать. У нас в репертуаре более 1000 песен советского периода. Так хочется многие вспомнить. Но я надеюсь, мы периодически здесь будем встречаться. Я на ходу сокращаю программу. Думали, успеем. А кажется, не успеваем. Я хочу еще вам показать очень красивые татарские песни, с которыми мы прошли последние лет 40. Айгуль, я тебя приглашаю сюда. Что каждая песня имеет серьезную историю. Сейчас прозвучит композиция, которая называется «Времена». Она родилась абсолютно случайно, благодаря одному татарскому военнопленному во время Первой мировой войны. У него очень, я не знаю, что он сделал, но у него получилось перед тем, как его расстреляли, попросить записать песню на патефон. Он это сделал, и благодаря этой записи эта песня дошла до наших дней. Ее воссоздают многие музыканты, одна из которых, в воссозданных таких версий, принадлежит творчеству Альдара Файзрахманова. Если вам интересно, наберите в интернете «Заман» называется. Очень красивая песня. Zaman zaman ni ganglatmıysan
Добрый вечер. Я еще даже не поздоровалась, дорогие друзья. С великим днем вас всех. Следующая песня принадлежит нашему тоже великому композитору Луиза Батыр-Болгари. «Мин сені шундай сағындым». Я по тебе очень скучаю. Seni şunday sağında Sizesin miken şuna Aynı bulutlar kaplasa Doğarsın miken yoluna Sen de şulay sağına kalsam Karama jillerine Jır bulup gelip kırırsın Naz dolu yüreğime Sen de şulay sağına kalsam Karama jillerine Jır bulup gelip kırırsın
yüreğim dulkılana yana yüreğim bilmisiz yana yüreğim yolkılanıp nige salkın sular sipmisiz Bilmeğinimin senin көңіліңні білмегенге юққа сүйгенімін неге жүрек ашылып сүйдің екен аңламышаның сірлерін У нас есть подрастающее поколение. Перед тем, как мы перешли к великой песне Давида Тухманова, я хотел сюда позвать малое дарование, поколение то ли альфа, то ли бета, я уже запутался в современных наименованиях этих людей. Пока что маленьких, но на них будет держаться следующее поколение. Готово наше дарование? Честно скажем, не успели прорепетировать. Деловая очень колбаса у нас тут растет. У него то репетиции, то еще что-то. Так.
4 дня до войны. Полыхнули взрывы, и небо обрушилось. Солнце не видать, прячет дыма стена. Спят березы белые, травы высокие. Забрала вас, мальчики, война. Отстояли родину в годы суровые. Нет следов далеких дорог боевых. Нужно, чтобы помнили мы с тобою, помнили имена героев своих. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. И об этом месте с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. И об этом месте с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Джамиля Табаева. Мы когда-то долгое время жили в городе Фрунзе, столице Киргизии. Вот это в честь повести Чингиза Айтматова «Джамиля». Присаживайся. Отпускаем тебя. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли, этот день Победы. Порохом пропах, это праздник, сединою на висках, это радость, со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли, этот день Победы. Порохом пропах, это праздник, сединою на висках, это радость, со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали полземли, этот день мы вспоминали, как могли, этот день Победы.
порохом пропах. Это праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы, это День Победы, порохом пропах. Это праздник сединою на висках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. С великим праздником, Днем Великой Победы у вас, уважаемые друзья! Живите долго, дай Бог, чтобы воцарил мир на нашей земле, не только нашей земле, на жизнь, на земле каждого народа, на границах и далеко за ее пределами. Берегите себя, берегите культуру нашу, берегите нашу нацию, берегите нашу страну. Все берегите, любите людей, приходите к нам в ЦУМ. Наконец-то мы открылись неделю назад. 20 век. Вокально-инструментальный проект, который был создан 5 лет назад для того, чтобы эти песни жили, процветали и долго помогали нам держаться. Счастливо пока. Айгуль Хайри, Ринат Валеев, Бигзур Рахмат, Рахим Итагес.